8 декабря. Пирамида. Интернет гудит, либеральная общественность бьет в колокола. В России, в том числе и в Казани, правоохранительные органы срывают концерты различных молодежных исполнителей и групп. Какой кошмар, ущемление свободы, культурный гулаг. От хлестких заявлений в СМИ рябит в глазах. Подождите, давайте разберемся. Неужели вновь вернулись времена тотальной цензуры? Нас опять загоняют в затхлые культурные залы, где можно петь только про Ленина, партию и комсомол. Я, честно говоря, за свободу творчества и хотел в своей программе также присоединиться к хору протестующих против гонений на деятелей культуры. Но чтобы не быть голословным, решил познакомиться с творчеством гонимых. Лучше бы я этого не делал. Вот композиция очень популярной подростковой среде электронной группы iSpeak с программным названием «Смерти больше нет». Давайте послушаем. Ужасное ощущение. Весь клип – воспевание смерти, самосожжение, утопление, отсечение головы, сатанизм на фоне зданий российских органов власти. Все очень грубо и примитивно, с явным подтекстом. Мы против этого режима, но единственное спасение от него – смерть. Вот песня другого, не менее популярного исполнителя. Ее зовут ласково «Монеточка». Но послушайте, что она поет. Послушай мой совет в формате MP3. Не жди, пока состаришься, скорее умереть. Жаль, что твои родители не child-free. Гори в аду, гори. Эта шуточная песня называется «Child Free». На Западе термином child free называют людей, которые осознанно не желают иметь детей. Child free буквально означает «свободный от детей». И теперь вы, я надеюсь, как и я, понимаете, то, что сегодня становится популярным в молодежной субкультуре, это по-настоящему страшно. Мы пели вслед за Шевчуком «Не стреляй», вслед за Цоем «Перемен требуют наши сердца». Понимаю, вы скажете, завел Бабай свои старые песни, у молодежи теперь свои кумиры. Нынешнему поколению исполнительница «Монеточка» предлагает петь припев «Послушай мой совет в формате MP3, не жди, когда состаришься, скорей умри». Взрослый человек, конечно, услышит иронию, но дети, которые на концерте, услышат свое. Эта строчка как вирус может поселиться в неокрепшем сознании и разрушить его. Не жди, когда состаришься, скорее умри. И самое печальное, что основные зрители на таких концертах – это подростки, для которых тема жизни и смерти очень непростой вопрос. И наши артисты позволяют себе на этой теме так безответственно спекулировать. Это не свобода творчества, это абсолютно безответственное творчество. Посмотрите, это мировая статистика числа самоубийств в расчете на 100 тысяч ровесников от 15 до 24 лет. Россия на третьем месте после Гаяны и Казахстана. Какие еще нужны аргументы? Для нас подростковый суицид – это огромная проблема, с которой мы сталкиваемся практически каждый день. И мы должны с этим бороться, защищать наших детей. Защищать, но не так топорно. К сожалению, все эти полицейские облавы только добавляют популярности этим исполнителям. Нельзя просто запрещать, разгонять и делать из этих упырей мучеников. В конце концов, есть закон о защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию. Есть обязательная возрастная маркировка, в том числе и культурно-зрелищных мероприятий. Есть и мировой опыт. В Соединенных Штатах на дискотеку могут ходить только те, кому исполнился 21 год. В ночных клубах на входе у вас могут запросто попросить паспорт или водительское удостоверение. Это я не из чужих слов говорю, я сам это все видел. Вот и нам не нужно все проблемы решать полицейскими методами, незаконными, загонять все в нелегальное пространство. Организаторы концертов, исполнители и зрители должны работать в рамках единых и понятных правил. На какую аудиторию рассчитан концерт? С какого возраста туда допускаются зрители? И нет ничего страшного, если на некоторые концерты будут пускать с паспортом. Здоровье и будущее наших детей того стоит. Болгарадиусы при поддержке телеканалов «Татарстан. Новый век».
ТНВ «Планета», телеканалом «Майдан» представляют самое долгожданное музыкальное событие уходящего года. 6-ю церемонию вручения национальной музыкальной премии «Алтын Йолдыз». Мы вместе зажигаем звезды. 8 декабря. Пирамида.